Работа по выявлению преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ сотрудниками МВД по Республике Ингушетия, ведется на постоянной основе. Но тем не менее, как сообщают в ведомстве, на руках у жителей региона еще остается значительное количество незаконно хранящихся предметов и вооружения. За прошедший период текущего года территориальным органам на районном уровне зарегистрировано 70 материалов, имеющих признаки состава преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По всем 70 материалам возбуждены уголовные дела. С учетом преступлений прошлых лет раскрыто 27 таких противоправных деяний. Установлено 28 лиц, их совершивших, все они привлечены к уголовной ответственности. За истекший период 2023 года из незаконного оборота изъято 12 пистолетов, 8 автоматов, 5544 боеприпасов. В 2022 году из незаконного оборота изъято 55 единиц огнестрельного оружия, в том числе 44 пистолета, 7 автоматов, 1 пулемет, 3 карабина. Изъято из незаконного оборота 1362 единицы гражданского оружия. Предупреждение и пресечение преступлений, совершенных применением огнестрельного оружия, а также недопущение его незаконного оборота является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности подразделения полиции. В соответствии с санкциями статьи 222 Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Если такое преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание может быть ужесточено до 6 лет лишения свободы. Участники организованной преступной группы, совершившие преступление, указанной статьи Уголовного кодекса, могут отправиться в места заключения на срок до 8 лет. Согласно примечанию к статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, гражданин, добровольно сдавший предметы вооружения сотрудникам полиции, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольная сдача предметов вооружения, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению. Законопослушный гражданин, нашедший предметы вооружения, незамедлительно должен сообщить об этом участковому полномоченному полиции, обслуживающий административный участок, на котором проживает гражданин, или обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел. По любому факту добровольной выдачи оружия в обязательном порядке сотрудниками территориального органа внутренних дел будет проводиться проверка в порядке, предусмотренном статьей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса, в рамках которой будут устанавливаться все обстоятельства, например, каким образом предмет вооружения попал к гражданину. Если оружие не имеет криминального прошлого, то есть не использовалось для совершения преступления, то должностным лицом ОВД будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В апреле 2009 года правительством Республики Ингушетия утверждено постановление номер 110 о мерах по совершенствованию работы по организации приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, добровольно сдаваемых граждан на возмездной основе. Данным постановлением определены расценки, а также регламент осуществления выплат гражданам вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Министерством на постоянной основе проводится мониторинг сумм, выплачиваемых гражданам на добровольно-возмездной основе в других регионах. И он показывает, что в Республике Ингушетия они являются практически самыми высокими по стране. На Ставрополе за сданный пулемет гражданин получит 9 тысяч рублей, в Дагестане 4,5 тысячи рублей. В Ингушетии эта сумма составляет 37 500 рублей. За автомат сумма выплат составит 8 тысяч и 4 тысячи соответственно. На территории Республики Ингушетия эта сумма составляет 35 тысяч рублей. За истекший период 2023 года по оперативным сводкам МВД жителями республики на добровольной основе в территориальные органы внутренних дел сдано 17 единиц оружия. В настоящее время для осуществления соответствующих выплат в Миннац Ингушетии направлено 8 материалов на общую сумму 75 тысяч рублей. Указанные средства выплачены полностью. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.